Сегодня в штабе организовали такой уникальный вечер «Штаб врачей». Собрали очень много именитых кандидатов наук, профессоров, а также врачей в разных областях. Таким образом, мы хотели объединить их между собой, и чтобы они общались, помогали друг другу, какие-то появлялись новые связи, какие-то новые объединения. А также мы сегодня собрали студентов, обучающихся в медицинских вузах, чтобы они непосредственно разговаривали со своими будущими коллегами и перенимали опыт. Вот Гульнара сегодня меня пригласила, я пришел сюда. Здесь я впервые, опять же, и тут очень-очень интересно тем, что здесь очень много колоритных людей. Хотя вечер врачей, как мне сказали, тематика, тут помимо врачей очень много интересных людей. Дело в том, что вообще татарскому народу присущи определенные любимые профессии. Среди них именно много врачей, учителей, нефтяников, кстати говоря, военных, офицеров, оказывается. Что касается наших казанских корней, я с удивлением и с удовольствием узнала, что очень много именитых профессоров московских, практикующих врачей, они все родом из Казани. Такие великие ученые: Александр Вишневский, его сын тоже академик Вишневский, Зимницкий, очень много известных ученых, основоположников советской медицины, научной школы. Вы представляете, они все родом из Казани. Все родом из Казани. Знаменитая проба Зимницкого. Это тоже ученый, который вначале работал в Казани, потом уже переехал в Москву. Был даже доктор Фукс, Федор Фукс его потом называли. По его выражению, он приехал в Казань, в Россию, заработать денег. Но Россия стала второй его родиной. Он освоил русский язык. Мало того, он освоил татарский язык, очень интересовался этнографией, историей татарского народа. Именно его перу принадлежит первое этнографическое описание быта татар. Пользуясь случаем, я обязательно хочу поблагодарить Ямалеева Рустема Файзиевича за то, что он объединяет нас. В этой огромной Москве ему удается собрать нас всех здесь, в клубе, в центре Москвы. Это штаб добрых дел. И очень хорошо, что мы здесь можем говорить на родном языке, общаться и всячески быть друг другу полезными. Татар халкына хас булган бер төрле кешелеклек, татар халкына хас булган хөрмәт, табиблар профессиясына карата. Шунлыктан безнең язучыларыбызның әсәрләре дә бар, берничә әсәр врачларга багышланган. Шул әсәрләрнең иң данлыклысы 20 телгә тәрҗемә ителгән Габдрахман Абсалямовның «Ак чәчәкләр» дигән романы. Ул романын врачларга багышлый, галимнәргә багышлый. Тормыш шулай килеп чыкты. Гөл Шаһидә шул романның төп герое дип әйтик инде. Гөл Шаһиданың тормышын нәкъ үземдә кабатладым сыман. Һәм узган ел үткәргән юбилеемдә «Ак чәчәкләр» минем язмышымда дип, шулай дип атадым юбилей кичәмне. Добрый вечер татарской молодежи и татарским врачам, будущим врачам. Сегодня здесь у нас вечер в штабе посвящен как раз нашей встрече. Здесь очень много интересных людей, достигших каких-то медицинских высот, главных врачей, управляющих медицинскими клиниками, ну и просто профессионалов в своем деле. Хочу пожелать молодым специалистам достичь своего высокого профессионального уровня, никогда не отчаиваться в жизни, ну и всех благ. Я учусь в медицинском университете на 5-м курсе, будущий стоматолог. Сегодня мне предоставилась возможность
побывать в нашем теплом, уютном месте под названием «Штаб». Здесь собрались все татары. Сегодня вечер посвящен дорогим врачам, людям, которые имеют важное значение в нашей жизни. Кто-то только начинает свою карьеру, кто-то уже закончил и давно является директорами крупнейших клиник. Всем желаю достичь желаемых успехов и всем удачи! Я хочу сказать молодым врачам, что их ждет шикарная перспектива. Когда мы были молодыми врачами, приходили в больнице на свои занятия, мы видели много заболеваний, когда мы помочь людям не могли. Мы были статистами, мы облегчали их страдания, мы их лечили, но кардинально им помочь не могли. И было тяжело очень ходить по этим палатам и видеть людей, которым ты помочь не можешь. И сегодня прошло 40 лет с того времени, как я учился и поступил в мединститут. Все кардинально изменилось. Стала другая медицина, что мы даже представить не могли, сегодня возможно. И теперь новое поколение, молодое поколение врачей, которое выучится, которое будет работать. Я желаю, чтобы вы, библейский возраст человека, 120 лет, сделали не сказкой, а реальностью. Очень здорово, когда ты в неформальной обстановке можешь встретиться с коллегами раскрепощенно поговорить о каких-то проблемах. Если человек появляется здесь, то уже у тебя уже есть кредит доверия к тебе и к тем людям, с которыми ты общаешься. Приехал я уже почти 3,5 года назад в Москву из Казани по приглашению на одном из ифтаров. Мы познакомились с руководителем, с идейным вдохновителем, с Арсеном Фаисовичем. Как-то получилось так, что влился очень быстро. Наверное, сказалась какая-то теплота, какая-то доброта, что ли, всех тех, кто приходит сюда, все те, кто вкладывают душу действительно в это направление. И я просто не представляю, как бы это было, если бы не в штабе, потому что действительно я здесь обрел очень много новых знакомств, друзей. Действительно, мы его называем неким таким нетворкингом, потому что мне это в работе очень часто и очень серьезно помогает. Поэтому я желаю, советую, очень настоятельно рекомендую всем молодым и не только присоединяться к этому движению, приходить сюда, не стесняться, потому что я иногда очень часто сталкиваюсь с таким, что вызывает какая-то боязнь, что где это, как это. То есть я всегда стараюсь как-то объяснить, что это действительно уже превращается в некое движение. Я хочу сказать, что здесь царит теплая, дружественная атмосфера. И на самом деле все начинается с маленькой семьи, когда люди объединяются, когда они общаются, они начинают друг друга лучше понимать, лучше узнавать. Естественно, обмениваются контактами, складываются какие-то проекты. И, собственно говоря, это отдушина, человеческая отдушина
То есть общение – это великая роскошь, как здесь сказали. И к нам сегодня приехал Арсланбек Султанбеков. Вообще в этом мире нельзя переставать удивляться. Я сегодня сюрпризов никаких не ожидал, были встречи. И вот такой сюрприз, мы попали, во-первых, в дом, татарский дом. Очень приятно, все мы братья. И вот это теплое отношение с дверей, все вот эта атмосфера человеколюбия, друг друга любить, все это за одно мгновение. Очень рад, что я сюда попал. Я думаю, иншаллах, как сегодня говорили, познакомимся, будем общаться еще долго. И если вот такими, то есть каждый бы или в каждом регионе так объединялись, как здесь, это хороший пример объединения, дружбы между народами, между национальностями, то, конечно, это бы дал толчок к стремительному развитию. А это, собственно говоря, и есть, наверное, главный смысл вообще развития. Потому что без объединения невозможно развитие. Поэтому, конечно, это приветствую, это поддерживаем. И только позитив.